Отец Феодорит. Настал момент, когда я посчитал возможным встретиться с отцом Феодоритом. Там, в тайге, на мой вопрос, есть ли в нашем мире люди с такими же, как у тебя, способностями, знаниями, но живущие не так далеко, как ты. Анастасия ответила, в разных уголках Земли есть люди, образ жизни которых отличается от технократического. Разные у всех способности. Но и в вашем мире есть человек, которому нетрудно тебе будет добраться и зимой, и летом. Сила духа его велика. Ты знаешь, где живет он? Его можно увидеть, разговаривать с ним. Да. Кто он? Это твой отец, Владимир. Что? Эх, Анастасия, Анастасия. Так хотел я от тебя доказательств правоты твоей услышать. А получилось наоборот все. Мой отец умер 18 лет назад и похоронен в небольшом городке Брянской области. Анастасия сидела на траве, прислонившись спиной к дереву, поджав колени и молча смотрела мне в глаза. Взгляд ее был чуть грустным и сожалеющим. Потом молча опустила голову на колени. Я подумал, что Анастасию расстроила ошибка в отношении моего отца, и попытался утешить ее. Ты, Анастасия, не расстраивайся так уж сильно. Ты потому, наверное, ошиблась, что, как сама говорила, сил в тебе мало осталось. Анастасия помолчала еще некоторое время, потом подняла голову и, снова посмотрев мне в глаза, сказала. Сил стало меньше во мне, но не настолько меньше, чтобы я могла ошибаться. Далее она стала излагать события 26-летней давности, излагать с точностью и в деталях прошлое и даже передавала при этом нюансы внутренних ощущений. Еще как-то можно понять, что по внешности, едва заметному выражению лица, позе, глазам можно определить мысли собеседника. Но каким образом она просматривает, словно документальную кинопленку, прошлое, так и осталась загадкой. Сама Анастасия нормальным, понятным языком объяснить этого так и не смогла. А рассказала она вот что. Недалеко от города Москвы есть Троица Сергиева Лавра. Располагается она в городе, который называется Сергиев Посад. За толстыми древними стенами Троицы Сергиевой Лавры есть духовная семинария, академия, храмы и монастырь. Храмы доступны для людей, и всякий желающий может прийти и помолиться в этом святом месте Руси. Даже в дни гонения верующих не были разрушены. Действовали за этими стенами семинария, академия, монастырь, в котором служили Богу сподвижники-монахи. 26 лет назад, как раз в день моего появления на свет, в ворота Троицы Сергиевой Лавры вошел юноша. Он посетил музей, потом проследовал в большой храм. В храме читал проповедь высокий седой монах. И рост, и саны его были высоки. Это был отец Феодорит, благочинный монастыря Троицы Сергиевой Лавры. И юноша прослушал проповедь, и когда отец Феодорит удалился, проследовал за ним в сокровищницу. Юношу не остановили служители храма. Подойдя к отцу Феодориту, он заговорил с ним о проповеди. И отец Феодорит долго беседовал с ним. Юноша был крещенным, но достаточной веры в нем не было. Он не соблюдал посты, не причащался, не ходил регулярно и в церковь. Но в тот день началась дружба отца Феодорита и юноши. Юноша приходил в монастырь, и с ним беседовал отец Феодорит. Показывал ему те святыни, доступа к которым у простых прихожан не было. Монах дарил юноше книги, а он терял их. Монах одел на шею юноши крестик, но и он был утерян. Монах дал юноше второй крестик, необыкновенный. Крестик раскрывался, как ларчик. Но и он был утерян. Монах приводил юношу даже в трапезную и сажал за один стол с монахами монастыря. Каждый раз давал юноше немного денег.
никогда ни в чем не упрекал и всегда ждал его прихода. Так длилось год. Юноша бывал в монастыре каждую неделю. Но однажды он ушел и не пришел через неделю. Монах ждал, но юноша не пришел и через месяц, и через год. Монах ждал. Сейчас прошло уже 25 лет. Монах ждет. 25 лет. Владимир, ждет тебя твой духовный отец, великий монах России, отец Феодорит. Я уехал далеко от монастыря, в Сибирь. Я иногда вспоминал отца Феодорита, ответил я, словно оправдываясь перед собой или еще кем-то. Но не написал ему ни одного письма, заметила Анастасия. Я хочу увидеть его. И что же ты расскажешь ему? Может быть, о том, как деньги делал, был счастлив в любви и просто блудил? Как много раз был на краю гибели, но в последний момент уходила беда от тебя? Он и сам все это увидит, взглянув на тебя. Он, замаливающий грехи твои и столько раз спасавший тебя молитвами своими, все верит, как и 25 лет назад. Он хотел бы иного от тебя. Чего, Анастасия? Что знает отец Феодорит? Чего хочет? Я не могу пока разобраться в этом. Он чувствовал интуитивно. Скажи, Владимир, ты помнишь беседы с ним? Помнишь, что видел в монастырских сокровищницах? Все очень смутно вспоминается, ведь давно это было. Могу вспомнить лишь отдельные эпизоды. Попытайся вспомнить их. Я помогу тебе. Отец Феодорит каждый раз беседовал со мной в разных местах монастыря. Я помню какие-то подземные или полуподземные помещения. Помню трапезную, длинный стол. За ним монахи ужинают, и я вместе с ними. Это было во время какого-то поста. Пища вся была постная, но мне понравилось. Были ли у тебя необычные ощущения, чувства при посещении монастыря? Однажды после ужина я вышел Вышел. через монастырскую проходную во внутренний двор лавры и направился к выходу. Ворота ее были уже закрыты для прихожан. Двор был пуст. Толстые высокие стены не пропускали внешнего шума города. Вокруг возвышались одни храмы, стояла тишина. Я остановился. Казалось, зазвучала величественная музыка. Мне нужно было уходить. У ворот стоял дежурный монах, чтобы выпустить меня и закрыть засов на воротах. Но я все стоял и слушал эту музыку. А потом медленно пошел к воротам. И ты больше никогда не слышал этой музыки, не испытывал этого ощущения? Нет. Ты пытался когда-нибудь еще услышать эту музыку, вызвать в себе это ощущение? Да, но мне этого не удавалось. Я даже вставал на то же место, когда пришел в следующий раз, но, увы. Вспомни еще хоть что-нибудь, Владимир. Ты допрашиваешь меня. Все так точно рассказала, что было со мной 26 лет назад. Сама расскажи и о том, что я чувствовал тогда. Это невозможно. Отец Феодорит не строил конкретных планов. Он на что-то надеялся интуитивно, а сделал для тебя что-то большое и значимое, ведомое только ему. Я только чувствую интуитивно. Он думал о значимом и делал для этого много. Очень много. Но почему он связал желаемое с тобой, не обладающим элементарными способностями к быстрому приходу к вере, остается загадкой. И почему 25 лет твоей беспутной жизни не сломили эту веру, тоже загадка. И почему ты, получивший столь многое, все еще бездействуешь? Почему? Я не могу понять этого. Ведь ничто во Вселенной не исчезает бесследно. Вспомни, пожалуйста, еще хотя бы отдельные эпизоды из встреч и бесед со своим духовным отцом. Я помню зал или какую-то сокровищницу в духовной академии или семинарии, а может быть это было в одном из подземных помещений монастыря.
Какой-то монах открыл перед отцом Феодоритом двери, но сам он не вошел туда. Мы вошли вдвоем с отцом Феодоритом. На стенах какие-то картины, на полочках вещи. Ты там 2 раза удивился. Чему? Удивился? Да, конечно, это удивило меня. Поразило. Что? Одна картина, она была черно-белая, как бы карандашом нарисована. Это был очень четко прописанный портрет какого-то человека. Так что же так удивило тебя? Не помню. Вспомни, Владимир. Попробуй, пожалуйста, вспомнить. Я помогу тебе. Небольшой зал. Вы вдвоем с отцом Феодоритом стоите перед этой картиной. Ты чуть впереди. Он говорит тебе, подойди к картине. Поближе, Владимир. Ты сделал шаг вперед, потом еще шаг. Я вспомнил, Анастасия. Что? Эта картина, изображающая какого-то человека, была написана только одной линией, пульсирующей линией, спиралью. Писавший ее как будто поставил в середине белого листа карандаш или еще что-то, чем пишут картины, и, не отрываясь, повел свой инструмент по спирали. То нажимая на него, то тем самым утолщая линии, то едва касаясь листа, отчего линия становилась совсем тоненькая, но не прерывалась. Линия-спираль заканчивалась на краю листа, и в итоге получилась удивительная картина. Портрет какого-то человека. Эту картину нужно выставить для обозрения всем желающим. Кто-то сможет расшифровать заложенную в ней информацию. Через пульсирующую линию, изображающую человека, люди должны что-то осознать. Каким образом? Еще не знаю. Ну, например, точки, тире могут быть похожи на какую-то азбуку или нотные знаки. Я только предполагаю, возможно, и то, и другое, или что-то еще. Ты когда вернешься, попросишь, чтобы выставили ее на всеобщее обозрение или опубликовали где-то. Найдется тот, кто расшифрует эту линию спирали. Да кто меня послушает? Тебя послушают. Но в тот раз ты испытывал еще одно очень необычайное впечатление. Ты можешь вспомнить, какое? В этом зале или в соседнем помещении, да совсем в маленьком помещении, стоял на возвышении красивый деревянный резной стул. Или это было кресло, похоже на трон. Мы стояли с отцом Феодоритом и смотрели на него. Отец Феодорит сказал, что к нему никто не прикасается. Но ты прикоснулся к нему и даже сел на него. Мне это предложил сделать сам отец Феодорит. И что-то произошло с тобой в этот момент? Ничего. Я сидел и смотрел на отца Феодорита, а он стоял и молча смотрел мне в глаза, просто смотрел. Вспомни, пожалуйста, Владимир, попытайся вспомнить свои ощущения внутренние. Они являются самым важным. Да ничего такого особенного. Знаешь, только мысли какие-то в голове неслись быстро-быстро, как будто бы пленка магнитофонная на ускоренную перемотку поставлена, и слова сливаются в непонятные звуки. А ты никогда не пробовал? Тебе, Владимир, впоследствии никогда не хотелось остановить эту пленку, как бы прослушать ее при нормальной скорости, понять звучащее? Как это? Задумавшись над сущностью бытия. Нет, не пробовал. Ты говоришь непонятно. А из того, что говорил тебе отец Феодорит, ты все понимал? Ты можешь вспомнить с точностью хотя бы одну его фразу, пусть даже без связи со всеми остальными. Да, но я действительно не могу вспомнить, с чем она связана. Произнеси ее. Ты покажешь им. До сих пор сидевшая под деревом Анастасия вдруг встала, лицо ее сияло. Она положила ладони на ствол кедра, прижалась к нему щекой. «Да, конечно же!» — воскликнула Анастасия. Она всплеснула руками и радостно заговорила. «Воистину, ты велик, монах России!
Знаешь, Владимир, одно я теперь могу сказать точно в отношении отца Феодорита. Он сделал смешными множество учений мира, указав на главное. Мы с ним ни о каких учениях вообще не говорили, рассуждали на обычные житейские темы. Да, конечно, на обычные. Отец Феодорит говорил с тобой о том, что тебя волновало. Он показывал тебе святые творения с уважением, относясь к ним, но не с подобострастным, показным преклонением. Наделенный высоким саном, он был простым, а главное размышляющим. Может быть, специально прямо при тебе. И не высказал ни одной догмы. И разве не покажется смешными перед ним нахлынувшие в Россию проповедники, говорящие догмы и уводящие от главного? Он так прочно огородил тебя от догм, что и меня ты воспринимаешь как наивную отшельницу. И неважно, кто я. Важно не уйти тебе от главного. От чего главного? От того, что есть в каждом человеке. Но как же может знать каждый человек учения мудрецов Запада или Востока, Индии и Тибета, если никогда о них не слышал даже? В человеке, Владимир, в каждом человеке изначально заложена абсолютно вся необходимая информация. Ему дана она сразу при рождении его. Как рука, нога, сердце, волосы, все учения мира, все открытия взяты только через этот источник. Как родители каждому своему ребенку стремятся дать все, так и великий Творец каждому дает все сразу. Ничто рукотворное, ни множество книг, ни самые современные будущие компьютеры, все вместе взятые, никогда не смогут вместить даже часть информации, содержащейся в одном человеке. Надо только уметь ею воспользоваться. Почему же тогда не все открытия делают и не каждый учение пишет? Кто-то из всего объема достает крупицу истины и восхищенно твердит о ней, считает, что она дарована лишь ему, и что она содержит в себе основное. Он твердит о ней остальным, пытается заставить их думать только о ней как об основной и единственной, тем самым блокируя в себе весь основной комплекс информации. Знание истин не в провозглашении их, а в образе жизни. А какой образ жизни характерен для наиболее знающих истину? Счастливый! А чтобы познать истину, нужна осознанность и чистота помыслов. Мистика, фантастика, засмеялась заливисто Анастасия и добавила сквозь смех. Ты читаешь мои мысли? Нет здесь никакой мистики, это просто внимательное отношение к человеку. Ты всегда все сводишь к чистоте помыслов и осознанности. Мистика, мистика, смеясь повторяла Анастасия. Ты читаешь мысли мои, о, как это фантастично. И слушая ее счастливый смех, я тоже не выдержал и рассмеялся. Потом спросил: как ты думаешь, Анастасия, примет меня мой духовный отец Феодорит, если я приду к нему? Будет говорить со мной? Не расстроится? Конечно, примет и обрадуется приходу твоему. Он примет тебя любого. Только больше радость будет у него, если бы ты сделал хоть что-нибудь, используя имеющуюся у тебя информацию. Осознал ее. Приостанови ускоренно вращающуюся пленку, Владимир, и ты многое поймешь. Мой духовный отец живет все в том же монастыре? В Троице-Сергиевой лавре твой духовник, этот великий старец Руси, сейчас живет в маленьком монастырском скиту в лесу неподалеку от Троице-Сергиевой лавры. Устав скита более строг, чем монастырский, и твой духовный отец — настоятель этого скита. Скит расположен в лесу, в необыкновенно красивом месте. Там всего несколько домиков с кельями. В этом лесном скиту есть маленькая деревянная церковь. Она не крашена, и купола ее не позолочены, но она очень, очень красивая, уютная и чистенькая.
В ней 2 печки для отопления, в ней не продаются и не покупаются, как обычно, церковные свечи. И ничего в ней не продается, не покупается, как во многих других церквях. Она ничем и никем не осквернена. Доступа нет прихожанам в скит. В этой церкви и сейчас молится твой духовный отец Феодорит. Молится за спасение душ всех людей и тебя. Молятся за чад, за бывших своих родителей. Молятся за родителей, забытых детьми. Приди к нему и поклонись, попроси отпущения грехов. Велика сила духа его, и от меня поклонись отцу Феодориту. Хорошо, Анастасия, поклонюсь. И знаешь, я сначала попробую сделать то, о чем просила ты меня. Приехав в Сергеев Посад, подмосковный городок, который раньше назывался Загорск, я, как и 27 лет назад, вошел в ворота Троице-Сергиевой лавры, сразу направился к проходной действующего монастыря. Раньше, представившись, я мог легко вызвать отца Феодорита, но теперь дежурный монах ответил, что в сане отца благочинного не отец Феодорит. Отец Феодорит в монастыре, он живет в лесу, за территорией монастыря. Прихожане туда не ходят. Я сказал монаху, что был знаком с отцом Феодоритом и назвал для убедительности монастырские святыни, которые показывал мне отец Феодорит. Мне сообщили, где расположен лесной скит. С непонятным волнением подходил я к небольшой деревянной лесной церквушке. Необыкновенно красивой, гармонично вписывающейся в окружающий. От неподалеку расположенных вокруг церквушки нескольких деревянных домиков, келий, вели к церкви тропинки. С отцом Феодоритом встретились мы на деревянном крылечке лесной церкви. Я растерялся. Только ты не смущайся и постарайся не удивляться при встрече со своим духовником. Вспомнил я слова Анастасии. Однако непонятное чувство смятения не проходило. Отец Феодорит был сед и стар, но не старее, чем 27 лет назад. Мы сидели на деревянных чурбачках, на крылечке лесной церквушки и молчали. Я пытался что-то говорить, да не получалось, как-то нужно сказать. Казалось, он и так все знает, и слова бессмысленно произносить. Словно и не прошло 27 лет с момента нашей последней встречи. Казалось, расстались мы только вчера. Я принес отцу Феодориту книжку про Анастасию и не доставал ее, чтобы передать ему. Я показывал книжку разным священнослужителям. Они смотрели ее и говорили, что таких книг они не читают. Другие спрашивали, о чем она, и после краткого рассказа заявляли, что Анастасия язычница. Мне не хотелось огорчать отца Феодорита, и не хотелось, чтобы и он отверг ее. Всякий раз, когда кто-то пытался говорить об Анастасии плохо, во мне возникало чувство противостояния. Я даже поругался со служителем Новоспасского монастыря. Он мне показал на 2 женщин в черных платках и темной одежде и сказал: «Вот какими должны быть богопослушные женщины». Я ему ответил: «Если Анастасия веселая и жизнерадостная, так может Богу так угодно? Смотреть приятнее на жизнерадостных, чем на таких понурых». С волнением достал я свою книжку и протянул ее отцу Феодориту. Он спокойно взял ее, положил на ладонь. Медленно погладил ладонью второй руки, словно чувствовал что-то своими руками, и сказал: «Ты хочешь, чтобы я прочитал?» И, не дожидаясь ответа, добавил: «Хорошо, оставь мне ее». Через 2 дня утром я снова пришел к отцу Феодориту. Мы сидели в лесу на совсем маленькой лавочке около кельи отца Феодорита. Разговаривали обо всем. Его манера разговора была такой же, как и 27 лет назад. Но только одно очень странное обстоятельство не давало мне покоя. Почему отец Феодорит выглядит даже чуть моложе, чем 27 лет назад? И вдруг он, прервав свои размышления, произнес: «Владимир, твой отец Феодорит умер». Я сначала растерялся, потом спросил:
А вы тогда кто? Я отец Феодорит. Едва заметно улыбаясь, смотрит на меня. Я снова спрашиваю. Скажите, где его могила? На кладбище старом. Я хочу увидеть ее. Как найти? Он не ответил про могилу, сказав лишь: «Ты приходи ко мне, как время будет». И дальше стало происходить совсем непонятное. «Обедать пора», — сказал отец Феодорит. «Пойдем, я покормлю тебя». В маленьком домике трапезной я сел за стол. На столе был борщ в кастрюле, картошка-пюре с рыбой, компот. Он налил мне борщ, и я стал есть. Сам отец Феодорит не ел, он просто сидел за столом. Когда я начал есть картошку, она мне очень понравилась. И напомнила вкус картошки. Был точно таким же, как в монастырской трапезной 27 лет назад. Я на всю жизнь запомнил его. Голова шла кругом. С одной стороны, со мной рядом другой отец Феодорит, с другой он говорит и ведет себя точно так же, как раньше. Я вспомнил, что однажды, много лет назад, когда мы были в одном из монастырских помещений, отец Феодорит предложил мне сфотографироваться с ним. Я согласился. Он вызвал какого-то монаха с фотоаппаратом, и мы сфотографировались. Теперь я решил внести ясность в ситуацию с помощью вот чего. Мне было известно, что монахи не любят позировать, и подумал, что сейчас предложу сфотографироваться отцу Феодориту и церквушку лесную заснять на цветную пленку. Если откажется, значит, это не тот отец Феодорит, не мой. Я предложил: давайте сфотографируемся с вами. Отец Феодорит не отказался, и мы сфотографировались. И церквушку я заснял красивую, хорошо она получилась. Хотя аппарат у меня был простенький. Когда я уезжал, отец Феодорит дал мне небольшую дорожную Библию. Написано в ней было не стихами, как во всех Библиях, а просто текстом, как в книгах, и пояснил. Когда в своей книге на Библию ссылаешься, надо указывать точную главу, которую цитируешь. На мою просьбу принять и поговорить с людьми, желающими встретиться с Анастасией, чтобы им не ехать так далеко в сибирскую тайгу, отец Феодорит ответил: «Ты знаешь, я еще сам в себе до конца не разобрался. Приходи пока один, когда время будет». Меня разочаровал отказ отца Феодорита, но настаивать я не стал. Разговаривая с ним о разном, я сделал для себя следующий вывод. В монастырях России есть старцы, чья мудрость и простота изъяснения намного превосходят искусство многочисленных проповедников духовных конфессий, наших и импортных. Только что же вы молчите, умудренные старцы России? По собственному молчите, уразумению. Или есть какие-то силы темные, не дающие вам говорить? В церковь на службу придешь, она на языке, который не понимаешь. И тогда идут люди толпами, деньги платят, чтобы послушать проповедников, говорящих на понятном языке. Может быть, потому едут россияне толпами к заморским святыням, забывая свои. Мне всегда очень хорошо становилось на душе после общения с отцом Феодоритом. Проще, яснее и понятнее, говорит он, чем множество проповедников, которых я слушал после встречи с Анастасией. Чтобы осознать сказанное ею, хочу, чтобы и другим хорошо было. Но когда же заговорите вы, мудрые старцы России? С радостью благодарю, Лам. Это самая большая радость. Он меня книжку нам читал. Он. Мы сейчас... Вот, благодарю, мой родной. Чудо ты сотворил сегодня, Лам. Благодарю, что прочитал эту чудесную главу. И вообще книжку, что прочитал. Я очень рада. Вот твое желание исполнилось, чтоб я радостной была. Аллах. Благодарю. Волшебно, чудесно, снотворений. Благодарю вас, чудесных снов. Вот это трава стевия, заменитель сахара, очень сладкая трава.
Я у нее веточек взяла. И вот водичку поставила, чтобы корни пустили. Сейчас посмотрим. Вот они уже укоренились. И сейчас их пересаживаем в горшки. Вот стевии пересажены. Укоренившие стевии. 7 горшков получились. Благодарю. На зиму у нас есть зелень сладкая. И лимонграсс есть. Для напитков зеленых. Ну, чтобы чуть-чуть сладкий напиток был, берем стевию. Сахарозаменитель трава. Очень сладкие листики. И для насыщенного вкуса и пользы пусть дополняет еще мелисса. Вкусный, приятный напиток у нас получится. Пузырьки улыбаются, играются. Красота! Какой цвет! И ровно, как ровно получается сказка. Чудеса! Утренний напиток, зеленый напиток готов. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Танцуют чашкой. Но самый главный ингредиент в составе – это моя любовь, наполнена любовью. Эх, красота, красота. Чудеса, чудеса. Вкуснота, вкуснота, очень-очень вкуснота. И полезнота. Полезная, 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 полезнота.